Здравствуйте, дорогие пятиклассники! Приветствую вас на уроке русского языка. На прошлых уроках мы говорили с вами о правописании согласных. Проверим, как хорошо вы усвоили эти орфограммы. Послушайте строчки из стихотворений русских классиков. Какие буквы следует писать на месте пропусков? Подберите проверочные слова. Легко и радостно играет сердце кровь. Желания кипят, я снова счастлив, молод. Легко – легок, сердце – сердечный, счастлив – счастье, счастливо, молод – молодой. Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели. Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она. Поздняя – опоздание, грустную – грусть. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Мороз – мороза, солнце – солнечный, чудесный – чудесен, друг – другу, прелестный – прелесть. Ребята, отгадайте тему сегодняшнего урока, которую я записала только согласными буквами. Я думаю, вы догадались, хотя такую запись было нелегко прочитать, а тем более нелегко ее произнести. Тема урока – правописание безударных гласных. Сегодня на уроке мы ответим на вопросы. Какую роль в речи играет ударение? Как определить правильное написание слов с безударными гласными в корне? Как правильно подбирать проверочные слова? Чему нас учат сказки? Как заботиться о братьях наших меньших? Благодаря гласным звукам наша речь по-настоящему звучит. Гласные выступают помощниками в написании непроизносимых и парных согласных. Однако сами гласные очень ошибкоопасные. Именно на них приходится 70% всех ошибок в письменной речи. Почему гласные такие трудные? Все дело в том, что для гласных звуков существует только одно безошибочное положение. Чтобы узнать какое, разгадайте кроссворд. Найдите спрятавшееся в нем слово, а заодно вспомните известные вам сведения о звуках русской речи. Графический символ, который обозначает звук речи. Буква. Звуки ж, ш, ц в русском языке всегда твердые. Звуки, состоящие только из голоса. Гласные. Упражнения для развития речевого аппарата. Скороговорка. Раздел науки о языке, который изучает звуки речи. Фонетика. Звонкие согласные, которые не имеют глухой пары. Сонорные. Запись, передающая звучание слова. Транскрипция. Фонетический процесс, который происходит с согласными в словах холод, мороз, голод. Оглушение. У нас получилось слово ударение. Именно ударение станет нам добрым помощником, который не даст ошибиться в написании гласных. В русском языке оно играет важнейшую роль. Благодаря ударению мы можем различать слова с разным значением, но одинаковым написанием. Например, кружки – кружки, плачу
плачу, стрелки, стрелки, атлас, атлас, хлопок, хлопок. Произнесите правильно слова в предложениях. Мама сварила уху. Врач наклонился к моему уху. Машина стоит у ворот. У этой рубахи расшитый ворот. Вечером мы пили молоко. Пили бревно ровно. Также с помощью ударения можно различить разные формы одного и того же слова. Например, воды – воды, струны – струны, снега – снега. Ударение – это произношение слога с большей силой, с более значительным усилием органов речи. В русском языке ударение разноместное, то есть может падать на любой по счету слог в слове. Например, теннис, футбол, состязаться, соревнования. Во многих других языках место ударения постоянное. В латышском, финском языках оно всегда падает на первый слог. Во французском и кыргызском на последний, а, к примеру, в польском на предпоследний слог. Еще одна особенность русского языка в том, что ударение в одном и том же слове при его изменении может перемещаться с одного слога на другой. Начать, начал, начала. Эта особенность как раз и помогает нам в написании безударных гласных. Но иногда разноместность и подвижность ударения могут быть коварными, потому что не всегда понятно, на какой слог приходится ударение. Приобретите полезную привычку, задавайте сами себе вопросы, в чем трудность каждого слова, какие в нем спрятаны ловушки. Обобщим сказанное. Чтобы проверить безударную гласную в корне, нужно подобрать родственное однокоренное слово, в котором гласная стоит под ударением. Жалеть, жаль. Пишем букву А. Или изменить форму слова так, чтобы безударная гласная оказалась в сильной позиции. Например, гора, горы. Пишем букву О. Правописание непроверяемой гласной нужно смотреть в орфографическом словаре. Потренируемся. Прочитаем пословицы. Какие гласные мы должны поставить на месте пропусков? Порассуждайте, какие проверочные слова подскажут нам правильное написание. На кончике пера сила меча. Пиши, да не спеши. Перо пишет, а ум водит. Сказанное слово было да нет, а написанное живет век. Меча, проверочное слово меч. Пишем букву Е. Спеши, проверочное слово спешка. Пишем букву Е. Перо, проверочное слово перья. Пишем букву Е. Живет, проверочное слово жизнь. Пишем букву И. Какая тема объединяет эти пословицы? Они напоминают нам, что прежде чем написать слово, его нужно хорошенько обдумать. Пришло время фонетической зарядки. Повторите за мной скороговорку. Были голчата в гостях у волчат. Были волчата в гостях у голчат. Нынче волчата галдят, как голчата, и как волчата, голчата молчат. Какие гласные в ней следует писать? Какие проверочные слова нам помогут? Голчата, галка,
В гостях – гости. У волчат – волки. Молчат – молча. А теперь поиграем в игру «Четвертое лишнее». Найдите в ряду слов лишнее и объясните, почему вы его исключили. Вода, водяной, водитель, водичка. Водитель. Лев, левый, налево, левая. Лев. Волны, волнистый, вол, волноваться. Вол. Изба, избаловать, избушка, избенка. Избаловать. Будьте внимательными. В русском языке много слов, которые одинаково слышатся, но пишутся по-разному и не являются родственными. Поэтому при подборе однокоренных слов обязательно учитывайте их значение и правильно выделяйте корни. В слове «спеши» без контекста мы не можем определить, какую букву надо вставить на месте пропуска. А вот в словосочетании или предложении все становится ясно. «Спеши» слова от слова «список» с буквой «и». «Спеши на вокзал» от слова «спешка» с буквой «е». Порассуждайте, как записать слова в следующих словосочетаниях. Примерять платье, примерять друзей. Посидел на скамейке, посидел от старости. Слезал сливки, слезал с дерева. Обежал вокруг дома, обежал грубыми словами. Свела гнездо, свела пятно. Отворила дверь, отворила картошку. Заколю булавкой, заколю здоровье. Потренируемся. Выполним упражнение в учебнике номер 140. Какие гласные необходимо вставить на месте пропусков? Картинки помогут вам определить значение слов. Мама просто не стирала и на речке полоскала. К дочке кошка подбежала. Дочка кошку полоскала. Гири брат мой поднимает, свою силу развивает. А на крыше мой флажок развивает ветерок. Полоскала, полощет, полоскала, ласка. Развивает, развитие, развивает, веет. Вы уже поняли, что правильно подбирать проверочные слова – дело не совсем простое. Запомните, ребята, несколько правил подбора проверочных слов. В начальной школе вы познакомились с полногласными сочетаниями ора, ола, ворона, корона, молоко, колосья, голоса. И ере, еле. Деревья, серебро, берег. У многих из них есть родственные неполногласные слова. Злато, глаз, брег. В этих словах вместо буквы О часто пишется буква А под ударением, а другая буква выпадает. Поэтому их называют неполногласными. И поскольку эти слова не являются полногласными, то их нельзя использовать в качестве проверочных слов. Слово «холода» мы проверяем словом «холодный», но ни в коем случае не словом «прохладный». При выборе написания «о» или «а» в безударных корнях глаголов не следует использовать для проверки глаголы несовершенного вида с суффиксами «ыва», «ива».
Например, для проверки безударной гласной в корнях глаголов бросать, топтать, смотреть, молчать следует использовать такие слова и формы, как бросить, топчет, смотрит, молча. В глаголах с суффиксами «ыва», «ива» гласные «о» и «а» чередуются. Набрасывать, вытаптывать, рассматривать, умалчивать. Их нельзя использовать в качестве проверочных слов. Послушайте стихотворение Юрия Энтина. Подумайте, за что поэт так любит сказки? В мире много сказок, грустных и смешных, и прожить на свете нам нельзя без них. Лампа Аладдина, в сказку нас веди, башмачок хрустальный, помоги в пути. Мальчик Чиполлино, Мишка Винни-Пух, каждый нам в дороге настоящий друг. Пусть герои сказок дарят нам тепло, пусть добро навеки побеждает зло. Думаю, вы согласитесь, автор стихотворения мечтает, чтобы в жизни, как в сказке, всегда побеждало добро. Давайте прочитаем вместе кыргызскую народную сказку. Думаю, вам знаком ее главный герой Апенди, который отличается хитростью, смекалкой и остроумием. В сказках Апенди часто противопоставляется глупому баю. Апенди угощает. Случилось однажды Апенди и баю ехать вместе. Вдруг видят, лежит на дороге Курджун. Изловчился бай, схватил Курджун и закричал: «Мой Курджун, мой, я его первый схватил!» Чем спорить? Давай решим так. Кто из нас дольше промолчит, тому и достанется находка. Бай, уверенный, что выиграет, согласился. День был солнечный, жара разморила бая, и он уснул. А Апенди тем временем развернул курджун, вынул из него вкусное мясо, ест мягкие борсоки, да кумысом запивает. Сквозь сон бай почувствовал запах мяса и проснулся. Глядит и глазам не верит. Сидит Апенди и ест с аппетитом. Ребята, подумайте, как закончилась сказка. Придумайте свой вариант концовки. Послушайте окончание сказки и сравните со своими догадками. Забыл бай про уговор и накинулся на него с криком: «Как ты смеешь есть то, что принадлежит мне?» Вот ты и заговорил первый. Так что Курджун мой, ответил Апенди, смеясь. Ну не огорчайся, бай, ешь. Апенди угощает. Какие эмоции вызвала у вас сказка? В какие моменты вы улыбнулись? Чему она нас учит? Сказка учит нас тому, что нельзя быть самоуверенными, жадными и думать только о себе. Показывает нам, как смешон скупой бай. Найдем в тексте сказки слова с пропущенными буквами. Разделите их на два столбика с проверяемыми безударными гласными и непроверяемыми. Лежит, изловчился, схватил, давай, решим, промолчит, согласился, развернул, запивает, запах, глядит, сидит. С непроверяемыми дороги и аппетитом. Вы, наверное, часто слышите выражение «братья наши меньшие». Что оно означает? Заглянем в словарь. Братья наши меньшие, так мы называем животных.
Немало солдатских жизней спасли братья наши меньшие, собаки-санитары, собаки-подрывники вражеских танков. Мы нередко называем зверей и птиц братьями меньшими, а значит и относиться к ним должны с добротой, гуманностью, терпением и даже выдержкой. Почему же так называют животных и птиц? В это выражение вкладывается глубокий смысл. Большая любовь ко всем живым существам, чувство ответственности за них, готовность помочь тем, кто слабее нас. А представьте, что произойдет, если вдруг на Земле исчезнут все птицы? Птицы – это песнь и полет. Это голоса наших лесов, степей, гор и пустынь. Песни птиц звучат на Земле круглый год. Их голоса слышны днем и ночью. Птицы – дети воздуха, покорители воздушного океана. Они поднимаются выше облаков и гор, перелетают через моря и пустыни. Птицы – дети радуги. Перья их раскрашены во все мыслимые и немыслимые цвета. Птицы – вестники радости. Каждый год они приносят нам на крыльях весну. Птицы – верные наши помощники, защитники наших лесов и полей, садов и огородов. Птицы – это тайна и красота. Птицы – друзья нашего детства. Без птиц нам не обойтись. Невозможно даже представить нашу землю без птиц. Вот что такое птицы. Какова основная мысль этого текста? Невозможно представить нашу землю без птиц. С какой целью автор использует восклицательные предложения? Чтобы передать свое восхищение. Почему в предложениях ставится тире? В этих предложениях подлежащее и сказуемое выражены именем существительным. Ребята, поделитесь друг с другом, как вы заботитесь о братьях наших меньших. Запишите домашнее задание. Предлагаю вам выбрать самостоятельно. Если вы любите творческую работу, в качестве домашнего задания напишите, как вы заботитесь о братьях наших меньших. Или выполните упражнение 141 по учебнику. Расположите в нем предложения в правильном порядке, чтобы получился текст. Запишите его, вставив пропущенные буквы. Не забудьте указать проверочные слова. Подведем итоги урока. Сегодня мы узнали, какую роль в речи играет ударение, как правильно писать слова с безударными гласными и правильно подбирать проверочные слова, как заботиться о братьях наших меньших, чему нас учат сказки. Сказки учат нас быть добрыми и щедрыми, смекалистыми и, конечно, веселыми. Никогда не отвечать злом на зло, уметь улыбнуться проблемам, а может быть, даже помочь своему обидчику. Помните, только люди с большим сердцем способны прощать. Хочу закончить наш урок словами поэта Омара Хайяма. Добром добро оплатишь – молодец. На зло добром ответишь – ты мудрец. Ребята, читайте сказки и будьте мудрыми. А я с вами прощаюсь. До свидания.